Как тебя, Дулма, отрекомендовать? М? Как тебя отрекомендовать по роду занятий? Что? Породу? Все, неважно, проехали. Работаем, да? Ты так быстро говоришь. Может быть. Самое на ходу. Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас в гостях композитор, певица, звезда бурятской эстрады, очаровательная Дулма Санарафова. Дулма Самена. Дулма, хорошо ли быть звездой бурятской эстрады? Много хорошего в этом? Ну, мне нравится то, чем я занимаюсь, Так. поэтому как бы хорошо, я не знаю, я себя чувствую комфортно. Ну, есть чему завидовать, Дулма? Ну, наверное, да. Чему, например? Ну, все думают, что у нас такая очень яркая, насыщенная жизнь, ну, хотя на самом деле так и есть. Так. Да, и думают, что мы очень хорошо зарабатываем, там, хорошо живем. Да, но я по твоему тону понимаю, что все это грязная ложь. Ну, как бы доля правды есть, но все равно... Не так хорошо живете. Да, на самом деле не все так, как есть. Не Не всё все так, так, как люди думают. А Вот. как Дулма? Скажи, пожалуйста. Не, ну просто я думаю, что судя по тому, как они наблюдают за нашим творчеством в соцсетях, Так. там, в том же Инстаграме, они всегда пишут, комментируют, что вот, Более восторженно, чем есть на самом деле. да. То есть в Инстаграме и в соцсетях там все преувеличено. Все равно да. 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 И вы сами там как бы преувеличиваете немножко о себе. Да. А зачем Дулма? Ну, это такая работа. Ясно. Слушай, Дулма, тебя можно отнести к первому эшелону звезд бурятской эстрады? Или нельзя? Можно тебя поставить, например, на одну полочку, не знаю, с Чингисом Раднаевым, с Мадыгмой Даржиевой? Или ты немного позади? Нет, я могу уверенно сказать, что да, мы все практически на одинаковом уровне. Так. Что Чингис, что Мадыгма, что... Мгм. Ну, нас очень мало бурятских артистов, Окей. поэтому мы все вот так вот наряду. Ясно. Ты сама считаешь, ты способна на что-то больше, чем быть просто вот здесь местной звездой в Бурятии? Или тебя, в принципе, устраивает существующий порядок вещей? Ну, я как артист, я всегда нахожусь в поисках чего-то нового, поэтому я стараюсь искать такие возможности, куда-нибудь выехать, где можно было бы поработать с новыми там, аранжировщиками, Так. теми же, да, принять участие в каких-то конкурсах международного плана. Вот, то есть это говорит о том, что я хочу дальше развиваться. Да. Да. Но ты с 8-го года, получается, на сцене? Или Ну, можно сказать, что с 8-го? да, профессионально с Это 8-го уже года. лет 9-й год почти, да? Мгм. Но почему за 9 лет не удалось пока прогреметь как следует дальше в Бурятии? Кто виноват? Кто виноват? Ну, наверное, так сложились обстоятельства. Ребенок, семья и то, что в Бурятии, бурятский народ, они в нас все равно нуждаются больше, чем там. Чем что? Ну, имеется в виду, здесь я востребованнее себя чувствую, нежели в других регионах. Ясно. Да, То поэтому есть я здесь. желания даже нет в другие регионы куда-то пытаться? Есть желание, почему нет? Хорошо. Просто нет пока возможности выехать. Слушай, Дулма, вот это вообще понятие звезда бурятской эстрады, а где лежит грань между звездой бурятской эстрады и просто обычным рядовым представителем бурятской эстрады? Чем они отличаются? Звезда... Или у нас все звезды? Нет, звезды на самом деле, они, наверное, вот мировые звезды, они, да, действительно звезды. Я про бурятскую эстраду. Да, бурятские артисты, может быть, для кого-то мы действительно являемся звездами, да, вот, смотря кто как нас воспринимает. Ясно. Да. Но ты себя не воспринимаешь, я так понимаю. Я себя, в таком качестве? да, не считаю себя звездой, но просто я люблю петь. Хорошо, отлично. Ты ведь сама сочиняешь свои треки. Да, У тебя есть композиторский дар? наверное, есть. Ну, сколько хитов ты уже сочинила? Если честно, я не считала, сколько у меня уже песен там накопилось. Ну, но, хорошие, годные, на твой взгляд, имеются среди них? да. Это какие, например, вот для тебя, Дулма?
Вот, вот 2008 год, когда я выпустила свой первый альбом, это прям такой прорыв был. А потом пошел спад? Пошел спад, но потом я обратно вернулась. Сейчас удалось выкарабкаться уже? Да, удалось. Ну, можно сказать, что ты своим творчеством вносишь какой-то заметный вклад в развитие бурятской культуры, как считаешь? Да, определенно, определенно. Потому что то, как ко мне обращаются Министерство культуры, да, какие-то заказы министерские там выполняются. Ну, та же Алтаргана в этом году очень так насыщенно прошла. Вот, то есть я внесла что внесла? Ну, свою лепту. А какое-то вот новое слово в развитии музыки ты вносишь, или у тебя все довольно стандартно, да, предсказуемо? Все стандартно, да. А почему, думаю, не хочется или не может? Пока не... Видите, у нас эстрада находится на таком вот уровне. На каком уровне? Ну, только развивается, можно сказать, да. Вот пока что новых терминов мы не можем использовать. Пока что по стандарту все. Окей. То есть пока свежего ничего нового нету? Почему? Есть. Вот у нас Алагуй Егоров, он прямо старается в ногу со временем писать, в плане стилистики. Ты не в ногу со временем, как будто бы получается? Я стараюсь. Ну, пока что я придерживаюсь пентатоники. Да, видишь, все равно наши слушатели, им по душе слушать именно бурятскую музыку, нежели такой современный. Да. Дулма, ты ведь не только музыку, ты еще и тексты пишешь, да? Ну, стараюсь писать тексты. А поэтесса тебя можно, Дулма, назвать? Называй, как хочешь. Хорошо. А какая основная проблематика в твоих текстах? Проблематика? Ну да. Какие темы тебя особенно волнуют и тревожат? Тревожит, конечно, про любовь там. Ну, что меня вдохновляет, да, вот на написание, да, любовь, там, отношение к людям, отношение к природе, к родителям. Ясно. Элементарно. Ты за 8 лет, получается, выпустила 2 альбома. Да. Но тебе не кажется, что это несколько низкая производительность? Ну, хоть что-то есть, хоть что-то, да. Лучше, чем ничего. Но недостаточно. Но недостаточно, да. Я вчера, когда готовился к передаче, ВКонтакте нашел инфу, что тебя можно за 4000 пригласить спеть на свадьбу одну песню, а за 6000 2 песни. А кто эти ценники, Дулма, определяет? Ты сама? И чем продиктованы именно такие цены? Ну, просто как мы все так работаем. У нас расценка у всех одинаковая. Мы — это... Звезды бурятской эстрады? Елена Барахитова, так. Я, и, наверное, Будыгма Држива. Тоже 4 У нас примерно одинаковая расценка, да. Да. То есть, возможности у аудитории вот такая вот возможность выплачивать вот именно вот такой гонорар, скажем так, ни больше, ни меньше. Ясно. Вообще, справедливо ли утверждение насчет того, что весь бурятский шоу-бизнес, он вокруг свадеб крутится? Ну, с этим не согласиться. Я имею в виду именно денежную составляющую всего этого потока. Да. Это очень такая, не знаю, наболевшая тема бурятских артистов. Шоу-бизнес как такового нет. Нету. Почему? Потому что нет у нас ни продюсерских центров, нет тех самых организаций, чтобы раскручивали артистов. Но зато звезды шоу-бизнеса есть. Ну, звезды, да. Мы сами себя раскручиваем. У меня лично нет продюсера. Я сама себе хозяйка. Саунд-продюсер тоже. Себе сама песни пишу, аранжирую. То есть под моим руководством все это проходит. Снимаю клипы тоже. Тоже под своим собственным руководством. Да, вот так вот. Дулма, можно я зачитаю небольшую цитату, которую твои слова, которые ты дала в одном интервью пару лет назад. Итак, у меня большие планы на Запад и на Юг, Китай. Планирую получить профессиональное российское образование по специальности эстрадно-джазовый вокал в Москве. Там же попробовать себя на кастингах различных проектов. Если остаться в Улан-Удэ, конечно, не пропаду, но, думаю, нужно дальше развиваться. Это было года 2 или 3. Но, судя по всему, Дулма, все сложилось ровно наоборот. Нет, я согласна со своим утверждением, почему нет. У меня до сих пор в планах. Почему не удалось пока реализовать? Из того, что было несколько лет. Вот я уже озвучила, да. Все дело в ребенке? Нет, не обязательно в ребенке, просто нет пока возможности выехать. То есть я здесь востребованнее, нежели, да. Так. Ну ты всегда будешь здесь востребован, если ты никуда не будешь ездить.
Ну, я надеюсь, что когда-нибудь придется мне выехать куда-нибудь, чтобы развиваться дальше. Ясно. Но ты эти планы еще, получается, не похоронила пока? Нет, конечно. Глума, ты ведь училась на юрфаке год, верно? Угу. А ты не думала, что, не знаю... Если честно, я прям ожидала. Скажи, что я должен спросить дальше. Ты не думала, что ты станешь юристом, что ты закончишь? Нет. Ты не думала, что, может быть, лучше было закончить юрфак и работать где-нибудь юристом, чем петь по свадьбам? Вот когда я поступала, я так и думала. Так и думала, да. Но придя в Бурятский государственный университет, я поняла тот же час, что это не мое. Что мне Что там не так? Ты против системы и конформизма? Нет, просто во время учебы я очень часто, активно принимала участие во всяких там фестивалях, конкурсах. Как таковой учебы у меня не получилось. Yes. Да, прям из конкурсов в конкурсы, так все время ездила. И как раз после первого курса приехала комиссия из Монголии, и я сразу туда поехала. Тут же приняла решение. Глума, я видел твой клип «Байкал Дале», где ты ходишь по берегу Байкала. И песня, как я понимаю, она тоже славит озеро Байкал. Правильно? Да. Слушай, там у тебя есть несколько образов. Один — это этнический, где ты с этими монгольскими штучками стоишь на берегу, а в другом ты ходишь с конем в дерзком и откровенном платье, через которое видны очертания твоей груди. Ну, не слишком ли откровенный это образ Глума, на твой взгляд, для такой высокой песни? Да. Ну, да. Ты думаешь, что это откровенно? Я думаю, твое мнение спросить. А почему нет? А что в этом такого? В женской груди? Да. То есть ты считаешь, что... Она же там не в открытую. Ну, да, просто, да. Просто мы хотели придать такой некий образ страницы, там, не знаю. Страницы с грудями. Ну, более такой естественный образ, натуральный, скажем так. Удалось? Удалось. Глума, слушай, я не знаю, ты в курсе сама или нет, но я тебя обнаружил на 19-м месте в списке 20 самых красивых буряток. Да, в курсе. Ты в курсе, да? В курсе, конечно. Слушай, ты думаешь, заслуженно это место? Не знаю, как они этот рейтинг выстраивали, кто как голосовал, я даже не знаю. На самом деле никто не знает. И я даже не знаю, кто это вообще написал. Хорошо. Ты сама себя считаешь красивой девушкой, или же твоя красота требует определенного понимания и подхода, и ориентирована на любителя? Наверное, да. Второе. Первое. Красивой девушкой? Да. Никакого любителя, никакого подхода. Ясно. Да. И я с этим рейтингом поспорила. Не согласна? Не согласна, То есть ты не в нижней части этого списка должна была быть, а на каком месте примерно, Глума? А почему? В первых местах. Первый, второй, третий? Да. В тройке. Я, когда просматривал интернет, видел кучу фоток с тобой, с твоим участием, где ты на всяких светских вечеринках веселишься в компании, ну, в частности, звезд, других звезд бурятской эстрады и даже министра культуры Цыбикова. Да, даже так. Ну да, но ты, наверное, тоже видела эти карточки? Нет, не видела. Ну хорошо, но зато мы их видели. Ну, ты сама себя можешь отнести к богеме, а также к высшему слою бурятской культуры и околокультурного сообщества? Что значит высшее общество, да? Вот как раз-таки представители культуры, наверное. Те люди, которые создают все эти праздники, там, принимают участие. Но ты оттуда, получается? Да, я как раз-таки оттуда. Ясно. Ну вообще, вот каково это постоянно общаться со знаменитостями и местными звездами? Каково вводить знакомство с министром? Много ли дает такое общение? Да, очень много. Вот все мое окружение, это вот, получается, мои коллеги, мои друзья. Когда я с ними долго не общаюсь, у меня начинает как-то это ломка. Что за ломка? Какого характера ломка? То есть вот такое общение, да, с друзьями, оно подпитывает, оно прям дает подпитку хорошую и энергию, и вдохновляет в то же время на дальнейшее развитие, там, творчество. Ну, ты со многими звездами знакома? Конечно, Чингис Раднаев, знаешь? Чингис Ханажапов, Аюрика Даржиева, Зарик Тагачиев. Да. Ну вот постоянно, когда контактируешь с такого рода личностями, что-то внутри меняется, по-другому начинаешь на вещи смотреть? Не знаю даже. Я, честно, не задумывалась. Хорошо. Просто мне комфортно с ними.
нежели со своими одноклассниками. А что не так с ними? Нет, с ними все нормально, просто я чаще вижусь со своими друзьями, нежели с одноклассниками. Все. Лума, а ты сама для себя как воспринимаешь свое творчество? Зачем оно вообще нужно? Мир что-то потеряет, если ты вдруг перестанешь писать, как ты считаешь? Бурятия точно потеряет, я так думаю. А мир? Ну, не знаю, насколько мир нуждается во мне, но Бурятия точно нуждается. Точно нуждается? Да. 100 пудов? 100 пудов. Отлично, отлично. Это могут подтвердить Кто? мои друзья. Ну, конечно. Думаю, еще буквально пару вопросов. Джохалан или Чингис Раднаев? Ну, конечно, Чингис Раднаев. Дума Сунрапова или Мадыгма Даржиева? Как я должна здесь ответить? Главное, чтобы ты не ответила обе. Да? Да. Хорошо. Но пусть будет Мадыгма Даржиева. Почему? Ну, потому что, я уважаю Мадыгму. Она прекрасный человек, она подруга. Окей. Монголы или буряты? Буряты. Молодец. То, что ближе. Друзья, мы приготовили прекрасный творческий номер. Это, конечно, песня Дулмы. Что за песня Дулма? Шамда, Зарилнап. Про что поется в песне? Тебе посвящаю. Мне? Да. Серьезно? Круто. Ну там про любовь. Посвящается любимому человеку. Хорошо. У тебя есть любимый человек, кстати? Да. Отлично, крутяк. Как же без этого? Ну, не знаю, как-то живут многие. Ну, как-то любовь вдохновляет. Окей, поехали. Ши, мені хобі заямні волоши. Ши, зурхи сить хелим хулгоголши. Нюден сошні шенгенем, орал дерешті хеланам. Эне дуға шахымда зарылнам. Инігненам бәға шақдиш, әр елдіңнам тәға қатариш. Ирағудуды айылға дора дәбәриш. Хойула бәқіп тесукта, хоңғыр хыңинақ не шапхана. Халон дурая медулхыбда. Халон дурая медулхыбда. Вау, спасибо, Дума. Круто. Спасибо. Все?